Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В начале выпуска коротко о главном. О готовности к курортному сезону, о мобильном приложении «Карта гостя», актуальные репортажи программы. 15 человек на место. Конкурс на вакантное место в инвест-агентстве. Как действовать при чрезвычайной ситуации? Открытый урок по гражданской обороне в сельской школе. О подготовке Абхазии к новому курортному сезону шла речь сегодня в Общественной палате. В ней приняли участие заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба, руководители профильных организаций и учреждений. Члены Общественной палаты выслушали специалистов и теперь намерены выработать ряд рекомендаций. Рената Шакая продолжит тему. Более 80% объектов размещения туристов готово, сообщил на встрече заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба. Общее количество объектов, являющихся налогоплательщиками, более 350. Их коечный фонд более 23 тысяч мест. К летнему сезону приводятся в порядок скверы городов, зоны отдыха, пляжи. Ведется реконструкция Новоафонской пещеры для удобства туристов. Но конкуренция за российского туриста острая. А если будем говорить о туристских экскурсионных объектах, Новоафонской пещеры тоже частично здание объекта реконструируется для того, чтобы создать шаговую доступность. Мы с вами все посещали Новоафонскую пещеру, мы знаем, какие трудности возникали при приобретении билета. То есть человек сперва должен был приобрести билет в одном месте, потом выходить, находить вход в Новоафонскую пещеру. Для этого мы приняли решение и кассу, и санитарные узлы, и зоны ожидания, то есть создать, расширить на территории Новоафонской пещеры. Тоже сегодня ведется реконструкция, до конца июня месяца планируется завершиться. Помимо качества сервиса, который в нашей стране по-прежнему оставляет желать лучшего, в ходе встречи затрагивались вопросы безопасности туристов. Все предыдущие годы было немало нареканий к работе сотрудников ГАИ на трассе. Заместитель министра внутренних дел Леван Кварацхелия сообщил, что план мероприятий на летний сезон подготовлен. Личный состав МВД к выполнению задач готов. Ежедневно по всей Абхазии будут принимать участие около 1000 сотрудников. Также, как и автопатрули, также и пешие. У нас по городу Гагра и по городу Сухум будут ежедневно, будем выделять около 15 пеших групп. Я думаю, вы замечаете, в летнее время у нас по набережной всегда находятся группы патрульные, которые обеспечивают охрану общественного порядка. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина отметила, что достойный прием многочисленных отдыхающих зависит прежде всего от создания нормальных и комфортных условий для приезжающих сюда людей. Многое зависит от скоординированных условий целого ряда ведомств в курортный сезон. Туризм является одной из основных бюджетообразующих отраслей в республике. И от результатов курортного сезона зависит уровень благосостояния вообще каждой семьи. И что может быть важнее и актуальнее? Туризм на самом деле это наше все. И сейчас в преддверии курортного сезона хотелось бы, конечно, нам очень многое сделать, но по большому счету сезон уже на носу, он уже начинается, уже к нам едет очень много туристов. Главный государственный санитарный врач республики Людмила Скорик внесла ряд предложений, которые, по ее мнению, необходимо решить в ближайшее время. В первую очередь это касается инфекционной больницы, которую в летний сезон посещают многие туристы. Инфекционная больница города Сухум должна быть закрыта. Перепрофилированы койки в республиканской больнице под инфекционный стационар и в детской республиканской больнице точно так же под инфекционный стационар. А дублером, скажем так, инфекционного стационара сейчас в Гудауте отремонтирована ЦРБ. Там есть коечный фонд, именно специализированный инфекционного стационара. Вот это должно быть обязательно сделано в этом году. Почему? Потому что вы прекрасно понимаете, наша инфекционная больница – это не то, что стационар лечебной базы, это просто мина замедленного действия. Мы ждем пока мы все время каждый год живем с вами в том напряжении, что не дай бог нам не завезут какую-нибудь особо опасную инфекцию. Значит, мы мониторим воду только на холерный вибрион, на все остальное не проводим анализов.
На встрече был обозначен весь спектр проблем, с которыми ежегодно сталкиваются как отдыхающие, так и местные жители. По итогам дискуссии Общественная палата представит исполнительной власти ряд рекомендаций, касающихся подготовки и проведения курортного сезона. Рената Шакай, Тимур Кугухи, Абхазское телевидение. В торгово-промышленной палате сегодня презентовали мобильное приложение «Карта гостя». Это инновационный универсальный сервис для туристов, приезжающих в Абхазию, который поможет гостям республики получить всю необходимую информацию для комфортного путешествия. Ирена Джопо с подробностями. Общая информация о стране, географическая карта с навигатором объектов индустрии гостеприимства, достопримечательностей, бронирование отелей, оплата экскурсий. Все это будет доступно с помощью нового приложения «Карта гостя», которое пользователь сможет бесплатно скачать в интернет-магазинах. Проект «Карта гостя» разработан в Республике Крым. Его запуск в Российской Федерации осуществляется на федеральном уровне. Теперь в проекте принимает участие и Республика Абхазия. В этом году мы провели первый туристический форум «Визит Апсны». И на этом форуме мы услышали презентацию уникального продукта «Карта гостя». Мы очень заинтересовались бизнес-ательеры, мы заинтересовались этим продуктом. И родилась у нас идея презентовать этот продукт сначала в торгово-промышленной палате, заручиться поддержкой. И вот сегодня мы можем уже говорить о том, что мы начинаем понемногу внедрять этот продукт. Создатель проекта, советник министра по курортам и туризму Республики Крым Елена Юрченко приехала в Абхазию, чтобы представить проект. Приложение, по ее словам, поможет туристам получить качественные услуги. В нем будут указаны только проверенные партнеры, которые предоставляют услуги в сфере туризма. Кроме того, в карте гостя предусмотрена дисконт-программа. Режим работы, телефоны, как туда добраться. Это все будет в этом мобильном приложении. Все объекты, которые будут в него ходить, объекты индустрии гостеприимства, предоставлять гостю, скачавшему это приложение, дисконт, то есть скидку. Проект «Карта гостя» инвестиционный и не требует вложений бюджетных средств. Поскольку уже разработана платформа приложения, абхазской стороне остается только наполнить его контентом, подробной информацией и надежными партнерами. Проект поддержали Министерство культуры и туризма Абхазии, которые готовы сотрудничать и предоставлять со своей стороны всю необходимую информацию. Мы должны те туристические проекты, которые сегодня презентуются на территории Российской Федерации, продвигаются, эти проекты мы должны также изучать и также максимально делать так, чтобы такие же проекты были в Абхазии, так как туристы в основном к нам приезжают из Российской Федерации. Это работа, которая была проведена в рамках государственной программы инвентаризации объектов историко-культурного наследия. И культура Абхазии, учреждения, на мой взгляд, они найдут такое вот достойное отражение в этой истории, потому что для нас очень важно развивать не только существующие маршруты, в основе которых не только наши природные заповедники, но и памятники культуры. На данном этапе работы над проектом его создатели заключают договоры с предпринимателями, работающими в сфере туризма, предоставляют подробную информацию о достопримечательностях и других объектах. Разработчики карты гостя уверяют, что приложение будет готово к использованию в ближайшее время. Ирена Джопо, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Тамила Мирцхулава избрана президентом Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Это решение единогласно путем открытого голосования было принято сегодня в ходе внеочередного заседания правления ТПП, которое было созвано в связи с назначением президента ТПП Республики Геннадия Гагулия на должность премьер-министра Абхазии. Ранее Тамила Мирцхулава занимала пост вице-президента ТПП Республики Абхазия. Еще 27 марта Государственное инвестиционное агентство Министерства экономики Абхазии объявило открытый конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста. Конкурс проходил в 3 этапа: прием и рассмотрение резюме, онлайн-тестирование и собеседование с руководителями агентства. На 3-м завершающем этапе присутствовала и наша съемочная группа. Репортаж Ирины Аршба.
Государственное инвестиционное агентство было создано при Министерстве экономики Абхазии в 2015 году. С тех пор агентством реализован не один проект, выгодный как экономике Абхазии, так и инвесторам. В конце марта агентством был объявлен конкурс на соискание вакантной должности главного специалиста. За это время Госинвестагентством было рассмотрено 81 резюме заявителей, включая специалистов, состоящих в кадровом резерве Министерства экономики. И вот 2 этапа отборочных испытаний позади. К 3-му этапу, а именно собеседованию, были допущены всего 15 кандидатов. Активность проявили, наверное, все-таки более молодежь, скажем так. Очень много студентов старших курсов, но мы их тоже рассматривали, так как они уже на последнем курсе, и они могут себе позволить работать у нас полный рабочий день. На собеседование прошли 15 кандидатов, которые были приглашены к нам. Собеседование проводили директор и заместитель директора Государственного инвестиционного агентства, по итогам которого и будет выбран подходящий кандидат. Коллектив здесь небольшой, всего 6 человек, но все специалисты молоды, амбициозны и талантливы. По словам директора агентства Инары Гицба, помимо наличия высшего образования и необходимых знаний, будущий сотрудник должен владеть абхазским языком, быть коммуникабельным и ответственным. Все кандидаты действительно мотивированы, ответственно подошли к процессу прохождения вот этих испытаний. И учитывая то, что это уже все-таки 3-й этап, и остались топовые кандидаты, которые прошли 2 предыдущих, то беседа с ними носит такой в большей степени интерактивный характер. Тут мы выявляем различные особенности кандидатов. Это уже не какие-то предметные знания. В основном смотрим на способность реагировать в нестандартных ситуациях, общее развитие, интересы, коммуникабельность и ряд других факторов, которые помогут, на наш взгляд, кандидату после освоения вакантной должности быть максимально эффективным. Все 15 соискателей прошли собеседование. Буквально через несколько дней станет известно, кто из них станет 7-м сотрудником молодой и перспективной организации. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Открытый урок гражданской обороны прошел в средней школе села Джгярда. Учащиеся показали свои знания и умение действовать при чрезвычайной ситуации. Дети были в качестве непосредственных участников событий и в качестве спасателей. Не обошлось, конечно, без помощи взрослых педагогов. Наблюдавшие за занятиями сотрудники МЧС Абхазии остались довольны подготовкой школьников. Репортаж Зарисмар. После объявления тревоги не проходит и минуты, как дети организованно начинают выходить из здания. Видно, как во время всей этой суматохи старшеклассники не забывают следить за младшими, тщательно проверяют каждый класс и выводят оставшихся детей. Самых маленьких ребята берут на руки и все вместе направляются в укрытие. Последними из здания выходят учителя. Не успели дети вернуться из укрытия, как прозвучал сигнал пожарной тревоги. Ребята тут же бросаются тушить очаг возгорания. Кто-то несет песок, другие бегут с ведрами воды. Благо, все оказывается под рукой. Железное правило школы: первичные средства пожаротушения всегда должны быть на видном месте. Наконец, огонь потушен, и можно вздохнуть спокойно. Но не тут-то было. По легенде учений, впереди детей ждало землетрясение. Из-за сильного толчка здание начинает рушиться, и двери на 1-м этаже оказались заблокированы. Школьники, не создавая паники, нашли выход из положения. Детей начинают спускать по веревке из окна 2-го этажа. Как и в первом случае, веревка и все необходимые приспособления находятся в положенном месте. После землетрясения у детей начинается паника, они не могут найти товарищей. За дело принимаются спасатели. Спустя какое-то время ребят находят среди завалов. У некоторых из них серьезные ранения. В этот момент как раз и подоспел и медицинский персонал, который оказывает пострадавшим первую помощь.
Далее ребят ждали веселые старты, перетягивание каната, а также сборка и разборка автомата. В этом деле с юношами состязались и девушки. Анна Амичба учится в 11 классе. В сборке и разборке оружия не уступает никому. В открытых уроках по гражданской обороне участвует каждый год. Говорит, это помогает собраться и организованно действовать в любых ситуациях, особенно чрезвычайных. Это жизненно необходимо, что бы ни случилось при любой ситуации. Человек должен знать, как себя и других тоже защитить. Все, к чему готовились, получилось. В Джгярдской средней школе учатся около 80 человек. Уроки по начальной военной подготовке и гражданской обороне им преподает директор школы Амир Карасман Аглы. Проведение подобных мероприятий руководство школы считает необходимым. Дети хорошо подготовлены и знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации. А это самое главное. Ну, я думаю, что учения прошли нормально. Все было в норме, все было хорошо. Можно сказать, на 4 готовы. На 4. Ошибок не допустили. Все были на местах, все знали свои функции. На сегодняшнем мероприятии присутствовали представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они были приятно удивлены уровнем подготовки детей. Сегодня мы увидели организаторов, хороших организаторов, и причем они все профессионально подошли к данному мероприятию. И мы в дальнейшем будем вместе с ними работать, будем улучшать это все. Красиво, профессионально, что тушение пожара, что воздушная тревога, все это было сделано очень хорошо. Пока это единственная школа в стране, которая на таком уровне проводит Дни гражданской обороны. Совсем недавно к акции присоединилась еще одна школа в городе Очимчира. В планах районного отдела образования в ближайшее время приобщить к урокам по гражданской обороне и другие учебные заведения. Цария Смырлеона Адлиба, Абхазское телевидение. И в продолжении темы. Ученики старших классов Сухумской средней школы номер 2 прошли практический курс по начальной военной подготовке, согласно плану, утвержденному Министерством образования и науки Абхазии. Более 60 школьников приняли участие в стрельбе из автомата. Министерство обороны республики оказало помощь в организации мероприятия, которые проводятся ежегодно. Школьники с удовольствием принимают участие в занятиях. Это дает многое для детей. Есть, которые вообще на руках автомат не держали, то есть боевой. Учебный автомат, они могут ими пользоваться. Но с боевым автоматом чуть было, наверное, тяжело с ними работать. Кто-то боялся, кто-то не хотел стрелять. Но после первого выстрела, как бы, первые пошли постреляли, а после них уже, соответственно, начали остальные стрелять, еще просили патроны, дайте, еще постреляем. Ну, в общем, в целом, я считаю, хорошо прошло наше мероприятие. Союз писателей Абхазии пополнился новыми именами. Членами профессионального союза стали писатели Дмитрий Бутба, Нона Джинджоля и поэт Абзак Колбая. Решение об этом было принято на заседании правления Союза писателей. Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой проведения первого семинара совещания молодых литераторов Абхазии. По предложению председателя Союза писателей Вахтанга Абхазоу был создан организационный комитет из числа писателей. Также утверждены руководители районных отделений ранее созданного литературного клуба при Союзе писателей. Ну и в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 23-28 тепла. Температура морской воды плюс 14. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.